Құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірлі отырыс мүшелері, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі және жеке өз атымнан бүгін өте маңызды іс-шара өткізілуімен құттықтаймын. Good morning, ladies and gentlemen, dear guests, welcome to Astana to this very important event about cooperation in Central Asian region. Уважаемый Леонид Андреевич, уважаемый Владимир Карпович, ваше превосходительство, господа послы, господа депутаты, дамы и господа, от имени Министерства иностранных дел Республики Казахстан хотел бы также поприветствовать всех присутствующих и пожелать участникам сегодняшнего заседания плодотворной работы. Сегодня в этом зале действительно находится элита, звезды экспертного сообщества, которые занимаются центральноазиатской проблематикой. И мы, как Министерство иностранных дел, стараемся всегда принимать участие, и мы, в общем-то, можно сказать так, работаем как одна команда. Конечно же, отдельно хочется выразить слова благодарности руководству секретариата Ассамблеи народа Казахстана за приглашение и предоставленную возможность выступить в такой представительной аудитории. Тема сегодняшнего мероприятия, как это уже отмечалось, представляется весьма актуальной в свете активизировавшихся в последнее время процессов в Центральной Азии. Это сближение государств, региона, народов. И указанная тематика находится в постоянном фокусе не только государственных органов, но и всего экспертного сообщества, чему свидетельствует сегодняшнее мероприятие. Несомненно, расширение и углубление межэтнического и межконфессионального взаимодействия является важным вопросом, требующим глубокого всестороннего анализа. Само положение Центральной Азии на стыке великих мировых цивилизаций предопределило ее уникальную роль в межцивилизационном диалоге, в обмене культурными ценностями, в развитии человеческих обществ. Эта роль принадлежала региону тысячелетиями, и она нашла отражение во всем многообразии этнических и культурных процессов, цивилизационных кодов. История региона полна примеров интенсивного и продуктивного межэтнического, межконфессионального, межцивилизационного диалога, социокультурного взаимопроникновения и, особенно о чем сегодня говорилось, уже толерантных отношений. Отрадно отметить, что в современной Центральной Азии в целом удалось сохранить стабильность в межэтнических отношениях по сравнению с многими другими регионами мира. Это обусловлено целым рядом факторов: традиционной полиэтничностью и поликультурностью региона, привычкой жить в мире и согласии с соседями, устойчивостью, особенно на современном этапе государственных институтов, всей совокупностью экономических, политических, исторических, духовных и социальных особенностей. Уважаемые участники заседания, как представитель Министерства иностранных дел, конечно, я должен сказать немного о сотрудничестве в регионе, безусловно. И здесь хотел бы сказать, что Казахстан уделяет особое внимание развитию отношений с государствами Центральной Азии. Как известно, глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев определил данное направление в качестве одной из ключевых приоритетов внешней политики Республики Казахстан. Эта установка основывается на фундаментальных предпосылках, о чем также уже говорилось: исторической, географической, культурной, языковой, религиозной общности наших народов, и направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии, ну и, естественно, экономического развития. Это свободное передвижение капиталов, услуг, рабочей силы, повышение безопасности, повышение жизненного уровня в регионе. Мы рассматриваем экономический потенциал региона как общий ресурс, наиболее рациональное и эффективное использование которого возможно только в коллективном сообществе. Как это уже было отмечено в предыдущих выступлениях, важным достижением на этом направлении стала рабочая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая состоялась 15 марта в Астане. Это первый саммит регионального формата за многие годы. По итогам форума достигнута договоренность о проведении подобных встреч на высшем уровне на ежегодной основе накануне общего для всех народов региона праздника Наурыз. Следующая встреча, о чем договорились главы государств, пройдет в следующем году, также накануне Наурыза в Ташкенте. Выражена готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе через развитие межрегиональных приграничных связей, улучшение условий для инвестиционного взаимодействия, переход экономик на новую инновационно-цифровую платформу, оптимизацию тарифной политики и упрощение административных процедур при пересечении границ и транзитных перевозках. Уважаемые участники заседания, отрадно отметить, что за последние годы нам удалось выстроить прочную систему добрососедских отношений в регионе. Регулярный характер приобрели пятисторонние встречи министров иностранных дел Центральной Азии,
В сентябре прошлого года в Нью-Йорке и в июле текущего года в Чолпан-Ате были приняты совместные заявления министров иностранных дел государств Центральной Азии. В ноябре прошлого года на встрече в Самарканде была утверждена программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 18-19 годы. Налаживаются регулярные консультации между аппаратами Советов Безопасности стран Центральной Азии. Активизировались контакты в области региональной безопасности и антитеррористической деятельности. Подходы наших стран в этом направлении практически полностью совпадают. После избрания Казахстана в Совет Безопасности ООН мы стали использовать возможность этой серьезной международной площадки для продвижения интересов всех 5 центральноазиатских государств. Поступательно развивается экономическое взаимодействие. За прошлый год торговый оборот Казахстана с государствами региона в целом вырос на 20% и составил $3,5 миллиарда. Конечно, это далеко от идеала, но то, что рост торговли происходит с каждым годом, это радует. Считаем, что имеется огромный потенциал и для дальнейшего роста, в том числе за счет укрепления частного сектора, малого и среднего бизнеса. Отмечается значительный рост взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Считаем, что сотрудничество в этом измерении является естественным фундаментом выстраивания в Центральной Азии общего пространства доверия между нашими народами. Уважаемый Леонид Андреевич уже сказала как раз об этом, что в марте этого года в Астане стартовал год Узбекистана в Казахстане. Подобные масштабные мероприятия между нашими странами осуществляются впервые. В следующем году мы будем проводить год Казахстана в Узбекистане. В сентябре этого года в Чолпан-Ате прошли 3-й всемирные игры кочевников, на которых участвовали все страны Центральной Азии. В текущем году проходят значимые мероприятия, посвященные юбилею великого кыргызского писателя, народного писателя Казахстана Чингиз Тюркулыча Айтматова. Мы планируем, что в ближайшее время пройдет открытие Дней культуры Казахстана в Туркменистане. Страны региона на постоянной основе осуществляют взаимный обмен делегациями в сфере культуры, спорта, туризма, здравоохранения. Уважаемые коллеги, Центральная Азия сегодня один из динамично развивающихся регионов мира, который занимает важное стратегическое положение, имеет значительный человеческий и высокий совокупный экономический потенциал, природные и промышленные ресурсы. И в заключение хотел бы отметить, что Казахстан намерен и дальше вносить вклад в устойчивое развитие региона, укрепление стабильности и безопасности на центральноазиатском пространстве. Благодарю за внимание. Спасибо. Разрешите предоставить слово для приветствия чрезвычайному полномочному послу Республики Таджикистан в Республике Казахстан господину Назирмат Ализода. Уважаемые участники заседания, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность Ассамблее народов Казахстана за приглашение принять участие в обсуждении такой важной и актуальной темы, как этнокультурные процессы и этнокультурный диалог в нашем регионе. Поддерживая предыдущих спикеров и в развитии этой темы, хотел бы отметить, что после распада Советского Союза этнокультурные отношения в пространстве Центральной Азии вновь приобрели актуальный характер. С одной стороны, это было обусловлено издержками национальной политики советского государства, которые вылились в межнациональные конфликты в ряде регионов советского государства в конце его существования. А с другой, новыми историческими периодами в жизни народов в Центральноазиатском регионе, периодом формирования и развития независимых государств. В этот период возросшее национальное самосознание и усилие тенденции самоидентификации титульных этносов постсоветских государств полностью изменили те взгляды и подходы, которые сформировались в советское время в данном вопросе. В целом это было правомерным и прогрессивным явлением. Вместе с тем, с учетом исторически сложившимся многонациональным составом народов государств Центральной Азии, перед ними стояла задача по формированию такой этнокультурной политики, которая предотвратила бы различные этнические, этнокультурные, этносоциальные проблемы. Эта задача накладывала на государство особую ответственность при осмыслении и возрождении этнокультурных традиций и взаимосвязей, поиске новых подходов в этносоциальном развитии общества. В этой связи
Государства Центральной Азии выбрали путь создания демократического общества, основанного на общечеловеческих ценностях и принципах гуманизма. Именно эта правильно выбранная стратегическая цель и стала базисом для формирования и реализации внутригосударственной и региональной этнополитики, основанной на широкой интеграции и межгосударственной координации. Конституция государств Центральной Азии гарантирует всем нациям, каждой личности, создание всех необходимых условий для проживания всех национальных и конфессиональных групп в их социальной жизни согласно своим интересам и потребностям участия в управлении государственными общественными делами. В политическом правовом источниках, нормах, законах каждого государства учтены полиэтнические особенности страны, полистилистический характер ее культуры. Поэтому в центральноазиатских республиках не встречается обширных конфликтов, затяженные противостояния между этническими группами и государством или его системами. Сегодня можно утверждать, что этнополитика стран Центральной Азии формируется на основе межгосударственной, региональной и международной общности, солидарности и согласованности в национальных, этносоциальных отношениях, а также в управлении ими. Эта политика является составной частью социальных, экономических, политических, культурных, гуманитарных и дипломатических связей всех стран региона. Этому способствует исторически сложившееся в регионе взаимоотношения, близость культурно-мировоззренческого развития братских народов. Уважаемые участники заседания, одним из примеров успешной реализации этносоциальной политики и этнокультурного диалога является Республика Казахстан. В Казахстане постоянно проживают представители 125 наций и народностей. В стране представлены представители всех ведущих религий и конфессий. Огромную роль в проведении согласованной и эффективной государственной политики по укреплению межнационального согласия проводит Ассамблея народов Казахстана, которая была создана по инициативе уважаемого президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея объединяет наиболее авторитетных представителей практически всех этносов, проживающих в стране. Это для нас является важным в силу того, что Республика Казахстан на постоянной основе проживает относительно большое число граждан таджикской национальности. Их число, как в местах компактного проживания, так и во всех крупных городах страны, составляет около 50 тысяч человек. Во всех регионах страны созданы успешно функционируют 11 местных этнокультурных объединений таджиков Казахстана, в том числе Пянш, Интемек, Джамбул, Шарх, Сомунион, Астана Сомунион, Сомунион Север и другие. Для нас отрадно, что в декабре 2017 года эти организации были объединены в состав Республиканского объединения этнокультурных организаций таджиков Казахстана Кохинор. В районах компактного проживания таджиков функционирует 4 образовательных школ с таджикским языком обучения. Еще 8 смешанных с таджикскими и казахскими языками обучения. Данные интеркультурные центры вносят ощутимый вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном, который является одним из важнейших составляющих двусторонних отношений наших стран. В этом контексте необходимо подчеркнуть, что культурно-гуманитарное сотрудничество между Таджикистаном и Казахстаном развивается в русле того позитивизма, который характерен в целом двусторонним таджикским и казахстанским отношениям. Между странами на высоком уровне налажено сотрудничество в области науки и образования. На постоянной основе проводятся двусторонние культурные мероприятия, в том числе дни культуры, фестивали, выставки и ярмарки. Соответствующее внимание было уделено вопросам культурно-гуманитарных связей в ходе встречи лидеров двух стран, которая состоялась в рамках официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Казахстан в марте текущего года. Главы государств подчеркнули важную роль таджикской и казахской диаспоры в сближении наших народов. В этом контексте лидеры высказались за дальнейшие совместные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности национальных культурных центров, сохранения и развития самобытности, духовно-культурных традиций, обычаев, родного языка, диаспор двух народов на территории наших стран. Уважаемые участники заседания,
Позитивные процессы и перемены, которые происходят в течение последних лет в Центральной Азии, вселяют в нас уверенность в том, что страны региона будут успешными не только в областях политической и экономической интеграции, но и создадут более прочный фундамент для последующего развития этнокультурных отношений и углубления культурного диалога во благо наших народов. Для этого центральноазиатские страны располагают всеми ресурсами – политическими, экономическими и, самое главное, человеческими. Спасибо за внимание.